Hayırlı günler, добрый день. Biz İslam fənləri doktora fənni dərəcəsinin bir tərtibi turuna негізләмə qabul etугә багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Наша пресс-конференция на тему принятия положения о присуждении ученой степени доктора исламских наук. Безнең матбугат конференциясы 2 дәүләт телендә барыр. Я представляю наших гостей. Мухаммедшин Рафик Мухаммедшевич, ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета. Нургалиев Рустам Маратович, проректор по учебной работе Казанского исламского университета. Тимирханов Айнур Ахатович, ректор Болгарской исламской академии. И у нас наши гости по Zoom. Сулейманов Артур Русланович, ректор Российского исламского университета города Уфа, и Абдулмусалимов Юсуп Абдулатипович, ректор Дагестанского исламского университета Махачкала. Бірінші сұрауына Рафик Мухаммедшевич сізге берегенде, сіз ғұмумен ислам мәғарифі, Россиядегі ислам мәғарифі хақында біраз білішме беріп кетсеңіз еді. И расскажите нам, пожалуйста, вот как обстоят дела с присуждением ученой степени доктора исламских наук. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот мы для того, чтобы поговорить о системе исламского образования сегодня в Татарстане, в России, информационным поводом взяли вот принятие этого положения. Что вопросы, возможно, будут и не только по данному положению, и по вузам, и приеме, и так далее. В принципе, пожалуйста, мы с удовольствием готовы вам ответить. Что касается вот этого положения, я скажу немного предисловие. Ну, вы знаете, что сегодня в России уже функционирует 80 мусульманских учебных заведений. Из них 45 мусульманских учебных заведений входят в Совет, если у нас по исламскому образованию входит в Совет. Ну, и вот система исламского образования в России сегодня уже она выстроена. Организационно, можно сказать, выстроена после открытия вот Болгарской исламской академии вот по поручению президента Российской Федерации, когда в 2013 году Владимир Владимирович говорил о том, что в России необходимо создание конкурентоспособного вот с мусульманскими странами вуза. В общем-то, вот идея создания Болгарской академии, она была запущена. Сегодня вот Болгарская академия функционирует, и можно сказать, что система она выстроена. Что для нас в этой системе важно? Важно то, что сегодня, не выезжая в зарубежные страны, практически полностью исламское образование можно получать, начиная от среднепрофессионального медресе и кончая вот доктор исламских наук. С этой точки зрения, действительно, организационно мы уже состоялись. Но, естественно, здесь сразу возникает вопрос качества образования. Но это тоже не менее важно, поскольку конкурентоспособным без соответствующего качества тоже невозможно. Вот с этой точки зрения у нас, вот мы тоже не один год этот вопрос обсуждаем. Что касается вот достижения качества, мы еще в 2017 году, ну может даже раньше, еще при Валиуллах Хазрат Якупове первые стандарты появились, потом новое поколение стандартов в Татарстане как пилотный проект мы запустили в 2015 году. То есть мы разработали стандарты исламского образования. Но без стандартов, естественно, обеспечивать качество образования тоже невозможно. Стандарты разработали. Сегодня у нас 45 вот мусульманских учебных заведений. Это и медресе, это и вот исламские вузы, и Болгарская исламская академия вот на уровне магистратуры. Они работают по тем стандартам, которые вот приняты Советом по исламскому образованию. Но для нас это очень важно для достижения вот соответствующего уровня образования, поскольку когда мы разработали стандарт уровня бакалавриата, магистратуры, весь мировой опыт был изучен, то есть мы крупнейшие вузы их стандарт изучали и адаптированы к российским реалиям. Вот эти стандарты, они были созданы. То есть, в общем-то, теоретически мы вот уже обеспечили вот соответствующий уровень исламского образования. Одно дело вот стандарт, одно дело потенциальные возможности, а другое дело вот как это реализуется сегодня. Но что касается вот медресе и вузов, в общем, мы разработали также положение об общественной аккредитации. То есть мы
по сути дела, каждый год, в течение года ездим по учебным заведениям. Наши эксперты, они изучают положение, как реализуются вот эти стандарты. То есть таким образом мы соответствующее качество обеспечиваем. Что касается вот положения о присуждении ученой степени доктора исламских наук, это тоже, в общем-то, в первую очередь было связано с тем, чтобы необходимо достичь соответствующего качественного уровень наших выпускников. Об этом еще Айнур Ахатович более подробно скажет. То есть, здесь, мы, естественно, с одной стороны, да, мы должны добиться конкурентоспособность. Но с другой стороны, мы живем в российских условиях, естественно, мы сегодня должны в первую очередь опираться на те традиции, которые есть в Российской Федерации. И поэтому, когда мы говорим вот это положение, оно очень напоминает систему, которая сегодня работает в Высшей аттестационной комиссии ВАК. ВАК, вы знаете, присуждает звание кандидата наук, доктора наук. Мы по аналогии сделали, то есть вузы, они полностью самостоятельны, они сами определяют свою политику в этой области. Например, Болгарская исламская академия, они определяют темы, научные руководители. Когда уже диссертация подготовлена, в общем-то, мы на основании этого положения он отправляется экспертам, эксперты они рассматривают. Сейчас система антиплагиата было довольно сложно на арабском языке проверять. То есть все те процедуры, которые сегодня приняты в сфере научных исследований в Российской Федерации, в общем-то, по этому положению мы полностью будем придерживаться. Это, безусловно, будет способствовать тому, что наши выпускники на уровне бакалавриата, на уровне и докторов исламских наук, они будут соответствовать тем международным требованиям, которые приняты сегодня в исламском мире. Для начала, наверное, так скажу, потом вопросы или дополнения. Ахмед, спасибо. Айнур Ахатович, нам расскажите, пожалуйста, это положение принято, и как вы оцениваете принятие этого положения? Ассаламу алейкум, хурматлы джамагат, добрый день, уважаемые журналисты, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Да, действительно, да, я бы хотел вкратце, Рафик Мухаммедович уже охарактеризовал, и будучи первым ректором Болгарской исламской академии, который начинал все эти процессы, в том числе в рамках реализации этого федерального проекта, я бы хотел коротко остановиться также на предыстории, принятия этого положения, потому что последние годы действительно мы совместно активно работали с руководителями исламских вузов, но, безусловно, тут, наверное, в значительной степени основу принятых решений составляет та практика и тот опыт, который реализуется последние несколько лет на базе Болгарской исламской академии. На самом деле, обсуждение, принятие таких документов на уровне СИО, Совета по исламскому образованию, направленные на упорядочение и унификацию подходов к подготовке специалистов в области исламских наук, к экспертизе и защите докторских диссертаций впервые по исламским наукам, а также присуждение ученой степени доктора исламских наук. Это очень важный, я бы сказал, важнейший этап в системном подходе к подготовке ученых-богословов и развитию исламского образования в Российской Федерации. Действительно, сегодня исламские вузы, пройдя уже этап становления и развития 90-е годы, активно включаются в научно-образовательное пространство Российской Федерации, а Болгарская исламская академия вместе с тем и претендует на то, чтобы занять достойную свою нишу в международном исламском научно-образовательном пространстве. Рафик Мухаммедович также подчеркнул уже с самого начала создания Болгарской исламской академии, по сути, в образовательной программе, в учебный план академии были заложены те требования, те стандарты, которые сегодня приняты на уровне ведущих
исламских вузов мира, в том числе университета Аль-Азгар, Дамасского университета, университета Карауин в Марокко, Малайзийского исламского университета и ряда других ведущих исламских вузов. И в контексте вот таких подходов мы сегодня можем говорить о высоком качестве образования в области исламских наук, которое дается сегодня в стенах Болгарской исламской академии. Безусловно, у нас есть и своя специфика, региональная, местная, российская, которую мы также реализуем и внедряем в учебные планы. Но что касается вот предыстории, как я уже сказал, да, принятия вот такого важного документа, то я хочу подчеркнуть, что в 2019 и 2020 году впервые в Болгарской исламской академии прошли защита докторских диссертаций и вышли первые доктора наук, доктора исламских наук, их всего 15 человек на сегодняшний день. И защиты прошли именно на Международном диссертационном совете, который был создан впервые на постсоветском пространстве, именно на базе Болгарской исламской академии. И данный совет представляли и представляют как ведущие отечественные наши ученые, прежде всего исламоведы, а также ученые-богословы, которые представляют разные, в том числе упомянутые мною, ведущие исламские вузы мира. И вот до создания совета, безусловно, мы проделали очень большую, кропотливую работу по изучению, анализу всего опыта организации, деятельности сети диссертационных советов светских вузов Российской Федерации и зарубежный опыт. В частности, мы подробно ознакомились и с опытом ведущих федеральных вузов Российской Федерации, в том числе и Казанского федерального университета, которому в последние 2 года предоставлено право создания своей сети диссертационных советов и присуждения своих ученых степеней, в отличие от сети ваковских так называемых советов. Безусловно, также мы учли большой положительный опыт работы в диссертационных советах в рамках религиозных вузов в системе РПЦ, да, в системе Русской Православной Церкви. И вот с учетом этого опыта была разработана нормативно-организационная база Болгарской исламской академии, которая обеспечила запуск диссертационного совета в нашей академии. Вот в значительной степени то положение, которое мы уже в течение этого года обсудили и смогли принять на уровне Совета исламского образования, он был разработан с учетом опыта Болгарской исламской академии, ну и плюс опыта исламских учебных заведений. Рахмат. Спасибо. Рустам Я Маратович. тогда извиняюсь. У нас сегодня из исламских вузов доктор исламских наук реализует 2 вуза. Я думаю, Юсуп тоже он подключается. Это Болгарская исламская академия и Дагестанский исламский университет, доктор исламских наук. У нас, в принципе, сейчас устраивается уже целая система, то есть это сугубо религиозное направление, доктор исламских наук. И сегодня уже обсуждается очень активно, возможно, уже до конца этого года у нас появится и Совет по защите кандидатской и докторских диссертаций по исламской теологии в России. То есть обсуждается, какие вузы будут. То есть это тоже, в общем-то, говорит о том, что организационно мы уже находимся на стадии уже окончательного формирования. Это уже ваковская сеть, так? Да, это будет ваковский, да. Будущий диссертационный совет. Спасибо. Айнур Ахатович уже упомянул. Рустам Маратович, скажите, пожалуйста, как мировой опыт вы применили при разработке положений? Говоря о процессе, и если вы позволите пару слов, вообще говоря о результате, нужно говорить и о процессе. Процесс создания данного положения и подобных документов в рамках работы Совета по исламскому образованию, он такой не разовый. Он может быть несколько затянутый, долгий, но даже говоря о нынешнем документе, он начинался с конца 2020 года. То есть практически целый год шла разработка, апробация, консультирование для создания данного документа. И тут нужно отдать должное коллегам, всем членам Совета по исламскому образованию, в частности,
это Дагестанскому исламскому университету в лице его ректора Абдульмуслимова Юсупа. И так как они, как сказал Рафик Мухаммедович, помимо теоретических знаний и опыта, они еще поделились своим практическим опытом. То есть так как они уже не первый год выпускают докторов исламских наук. Тут очень важно, что вот эта консолидированная работа, она привлекала очень большую, широкую область экспертов, в первую очередь российских, в частности, Российский исламский университет города Уфы, Совет по исламскому образованию имеет документы, в оригинале, арабские документы, где прописана регламентация, регламенты и область применения магистерских и докторских работ вот в этих ведущих вузах, которые были перечислены ранее. Это в первую очередь Каир Аль-Асхар, Карауин, Марокко и Дамасский университет. Вот такая консолидированная работа, и я думаю, она и привела к такому документу. А вот, извиняюсь, еще вот здесь тоже очень важно, почему это положение, и мы очень заинтересованы, чтобы это положение наработало. В Болгарской исламской академии, Дагестанском исламском университете диссертации практически все, 90%, они пишутся на арабском языке. И поэтому, если бы они были на русском, привлекать экспертов было бы легче, проще. И поэтому, естественно, мы очень заинтересованы, чтобы вот конечный продукт, докторская диссертация, магистерская диссертация на арабском языке, они соответствовали международным требованиям. Поэтому вот та процедура, которая заложена в положении, как раз и предполагает, чтобы мы могли уже, чтобы диссертация подготовлена, они соответствуют всем требованиям, которые принято в исламском мире. Ну, не только в исламском мире, это вопрос другой, но тем требованиям, которые есть у нас, поскольку наша вот исламоведческая школа, востоковедческая школа России ничем не уступает вот зарубежным аналогам, поэтому здесь и в Болгарской академии, вот когда я начинал, и сегодня они очень активно вот сотрудничают с исламоведами и востоковедами, чтобы вот при написании диссертации этот опыт использовать, поскольку и вот исламоведческое источниковедение, как наши ученые вот российской работают с арабскими источниками, такого аналога в мире найти тоже сложно. Вот это тоже, я думаю, нужно. И вот я бы хотел дополнить, да, вот факт того, что диссертация пишется и защищается на арабском языке, это всегда вызывает у журналистов, у общественности вопрос, почему, для чего, вы для кого и для чего работаете, да, Болгарская исламская академия, в частности, другие исламские вузы, если все это пишется, защищается на арабском языке. Но тут на этом этапе это играет очень важную роль, потому что, помимо прочего, перед нами стоит задача, вот как я уже подчеркнул, занять свою достойную нишу в международном исламском научно-образовательном пространстве через эти труды, которые пишутся, защищаются под руководством ведущих ученых, в том числе известных в исламском мире. Вот через все это цепочки мы получаем доступ в это пространство и легитимизацию научных результатов наших трудов, не говоря уже о том, что добиваемся распространения, донесения нашего богословского наследия вот до широких научных кругов в исламском мире. Вот. А параллельно мы выполняем работу по переводу этих диссертационных исследований после защиты на русский язык, уже введение в российское научно-образовательное пространство. А еще, то есть здесь вопрос на самом деле он непростой, поскольку одна задача конкурентоспособный вот вуз, и поэтому, естественно, диссертации, они на арабском языке, это уже показывает квалификационный уровень вот, обучающихся магистров и докторов. Но в первую очередь вот, в Болгарской исламской академии, Дагестанском исламском университете. Но еще есть вторая задача, которая была поставлена тоже президентом Российской Федерации, но не только, это мы все прекрасно знаем, это общая задача, это вот, возрождение отечественного богословского наследия. И поэтому вот, с одной стороны на арабском языке, да, мы не только работаем, чтобы
чтобы арабы только знали, что мы работаем. Практически все темы вот, докторских и магистерских диссертаций – это наше богословское наследие. И вот за эти годы, которые выпускали, но было уже вот защищено, вот Рустам Хазрат, он защитил докторскую диссертацию Болгарской исламской академии по Марджани. У нас есть уже диссертация по Курсави, а у нас есть уже докторская диссертация, написанная по нашим крупнейшим, вот Хамиди, это наш крупнейший представитель, который по Тавсиру писал. То есть это тоже очень важно, здесь вторая задача тоже вот выполняется. Вот тоже, вот я, будучи еще ректором Болгарской исламской академии, тоже думал, вот на арабском это хорошо, конечно, мы показываем арабскому миру, да, мы соответствуем, но вот ту работу, которая выполняется, это надо вот и внутри России каким-то образом показать, чтобы это тоже видели. И у нас тоже есть и магистры, защищаются на русском языке, ну, как исключение. И доктора, вот, в общем-то, здесь вопрос в другом. То есть написали на русском, это допустимо где-то, но защиты все должны пройти только на арабском языке, поскольку Нурахат уже говорил о том, что совет, он международный, там половина это крупнейшие вот богословы из мусульманских стран. И поэтому, естественно, он написал, но он на все вопросы должен ответить на арабском языке, он должен выступить в презентации своей работы на арабском языке. Это уже однозначно очень важно. Спасибо. Послушаем наших гостей по Zoom, наверное. Артур Русланович, Артур Хазрат. Вы нас слышите? Да, слышу. Спасибо. Артур Хазрат, вот вы сказали вашу роль вот, в разработке положения у нас вот оценили. Вот скажите, пожалуйста, вот ваша оценка нас интересует, как вы вот оцениваете вот вообще принятие этих положений? Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи ва бихи настаин ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. В первую очередь я, пользуясь случаем, хочу поприветствовать также всех участников вот этой презентации от имени Российского исламского университета и от имени Координационного совета по образованию Центрального духовного управления мусульман России, а также от имени комиссии по правовым вопросам Совета по исламскому образованию, которую я имею честь возглавлять. На самом деле, вот та работа, о которой, значит, упомянул ранее Рустам Хазрат Нургалиев, это была работа не только Российского исламского университета, Центрального духовного управления мусульман России, но работа, наверное, всех высших учебных заведений исламских России. И здесь работа комиссии по правовым вопросам СИО как раз-таки проявилась как? Значит, мы совместно с другими вузами создали, значит, пул экспертов по юридическим вопросам. И, конечно же, после, значит, совместного обсуждения основного текста корпуса документа, да, мы вот совместно с экспертами еще раз проверили и, значит, предложили свои какие-то, значит, корректировки вот на общее обсуждение. Вот, и итогом, значит, скажем, итогом нашей общей работы как раз-таки явился вот этот документ, который вы сейчас видите. Да. Но я хочу сказать, что этот документ также он не единственный документ, за ним еще последует несколько положений. Положение непосредственно об аттестационной комиссии Совета по исламскому образованию, наверное, номенклатура научных специальностей в отдельном, значит, приложении и, наверное, типовое положение тоже нужно будет нам вместе еще, значит, прикрепить к этому документу, имеется в виду типовое положение о Совете по защите диссертаций. Вот. Наверное, это все. Я просто еще раз хочу сказать, я не готов брать на себя лавры, скажем так, относительно этого документа. Еще раз хочу подчеркнуть, это наша общая работа всех участников Совета по исламскому образованию. Спасибо, Рахмат. Юсуп Абдулатипович, вы на связи? Его нет уж, извините. Переходим тогда к вопросу. К вопросу. Потом, пожалуйста. Татаринформ, Гульнар Гарифуллина.
Рафик хәзрәткә мен сорау инде кем җавап бирә ала? Менә безнең ул ислам фәннәре докторлары кайда эшли алачак һәм алар башка мөселман илләрендә таныла алырлармы? Менә укымышлы галимнәр булып үзләрен күрсәтә алырлармы? Һәм без яңа үзебезнең заман Шиһабеддин Мәрҗаниләрен күрә алырбызмы? Ну, Айнур Ахатович тоже скажет, наверное, да, действительно, здесь Болгарская академия, в первую очередь, она нацелена на подготовку мусульманской элиты, докторов и магистров исламских наук. Что касается выпускников, я могу сказать, что у нас сколько? 3 работают, да? 3 выпускника в Российском исламском институте. Рустам Хазрат проректором является. Кстати, может подключиться. Юсуф является доктором исламских наук, выпускник. Он является уже ректором Дагестанского исламского университета. И постепенно, в общем-то, та ниша, высший эшелон, я думаю, он будет заполнен выпускниками Болгарской исламской академии в том числе. То есть это для нас очень важно. Такая задача, она действительно была поставлена. Айнур Ахатович. Мен татарча айтып кетем енді. Шыннан да мына Болгар Ислам Академиясы федераль дәрежедегі проект боларақ академияға қарата аның эшчәнлегенә карата, эш нәтиҗәләренә карата җәмгыять тарафыннан һәм шулай хөкүмәт тарафыннан да ышаныч бик зур. Инде бездән бүгенге көндә үк инде менә сез әйткәнчә Мәрҗаниләрне, Бигиевларның чыгуын көтәләр. Ләкин билгеле Болгар Ислам Академиясы үзенең тарихи үсеш чорын үтәргә тиеш. Ләкин бүгенге академияның үсешенә салынган нигез ул киләчәктә һичшиксез үзенең уңай күркәм җимешләрен менә бу ислам гыйльме, ислам фәннәре өлкәсендә танылган галимнәр шәклендә үзенең җимешләрен һичшиксез бирәчәк дип мин ышанам. Шуның өчен без барыбыз да шушы уртак эшебезне башкарабыз. Әйтеп үтүемчә, бүгенге көндә Болгар Ислам Академиясы инде 15 ислам фәннәре докторын әзерләп чыгарды. Аларның эшкә урнашу мәсьәләсендә бернинди проблема юк. Алар инде безгә укырга кергәндә үк инде ислам өлкәсендә дә төрле муфтиятләрдә, дәүләт учрежденияларында булсын, ислам уку йортларында инде эшләп зур тәҗрибә топлаган, хәтта ислам дөньясында танылган шәхесләр. Шуңа күрә эшкә урнашу проблемасы фән докторлары арасында да, хәтта мин әйтергә тиешмен, магистрлар арасында юк. Магистрлар арасында 2 ел нәтиҗәләре буенча эшкә урнашу күрсәткече 95%. Бездә 95%. Инде әйтик, дөнья күләмендә танылу алалармы дигән сорауга мин шуны әйтә алам. Менә 19-нчы елда тамамлаган безнең Үзбәкстан егете Мирадил Хайдаровның дипломы Үзбәкстан Мәгариф министрлыгы тарафыннан танылу алды, нострификация үтте һәм инде ул дөнья күләм дәрәҗәләр белән күзлегеннән караганда PhD дәрәҗәсенә тиңләштерелде. Бу әлбәттә безнең өчен дә зур дәрәҗә һәм без үз тарафыбыздан, Россия тарафыннан әгәр дә безгә мөрәҗәгать итү булса, шушы юнәлештә әзер булырга тиешбез. Аннары Гарәп әмирлегеннән Мөхәммәд Әсләм дигән безнең докторантыбыз уңышлы гына яклады һәм инде ул безгә укырга кергәнгә кадәр дә хәзерге көндә дә Абу-Дабида муфти булып эшли. Шулай ук ислам дөньясында шактый танылган шәхес, аның хезмәтләре бик күп. Бу елны безгә укырга шулай ук Гарәп әмирлегеннән ул инде Йемен чыгышлы егет, Гарәп егете, инде базовый аның университетта укыган, ислам белеме бар, магистрлык дәрәҗәсендә укырга керде. Индонезиядан, Алжирдан кирергә теләүчеләр бар иде. Ләкин әйтергә тиешмен, Болгар Ислам Академиясы алдында күпләп чит ил гражданнарын, бигрәк тә Ирак чит илләрдән кабул итү бурычы тормый. Безнең бурычыбыз башкарак, біз Россияга, үзебезнең җәмгыятькә хезмәт итәргә тиешбез, менә приоритетлар шул. Муфтия Республики Татарстан учится в докторантуре.
В этом году поступили, по-моему, 2 заместителя муфтия Дагестана. В принципе, интерес среди высшего эшелона вот российского мусульманского духовенства в Булгарской академии большой. Я думаю, что постепенно, вот, в общем-то, элита, она будет состоять из выпускников со временем Булгарской исламской академии, безусловно. Рахмат. Рустам Маратович, может, вы скажете, как доктор, вот что вам дало вот, ученая степень и как Вот оценили? пока, ну, конечно, вопрос есть. Вот мы сейчас об этом думаем. Вот диплом доктор исламских наук — это не только вот наши выпускники. Здесь и внутри России проблема, каким образом вот государство будет признавать на международном уровне. Вот Айнур Ахатович говорил или нет, но и при мне еще мы начали обсуждать вопрос вот дипломов, которые в 2 учебных заведениях зарубежных получать. Вот не случайно вот Булгарская исламская академия открыла уже, они набрали, по-моему, 2-й год уже, да, по теологии. То есть теология параллельно. То есть вопрос вот социализация, вопрос признания выпускников исламских учебных заведений в светском обществе, она стоит. Там очень много и правовых вопросов. Вот сейчас мы вот уже начали через сайт по исламскому образованию этот вопрос будем обсуждать. Может быть, закон о свободе совести, закон об образовании будут внесены какие-то изменения. Ну, для нас это очень важно, чтобы вот не просто получать глубокие исламские знания, чтобы эти знания потом они могли работать уже во всех структурах, чтобы наши выпускники были не только выпускники, имеется в виду и Булгарской академии, наши не только вот религиозных учебных заведений, духовных управлениях, но сейчас вот в России более 80 вузов реализуют теологию. Ну, исламской теологии меньше, и светские вузы. Вот поэтому, естественно, мы очень заинтересованы. Например, квалификация выпускников Булгарской академии, она самая высокая сегодня по исламским наукам. Но другое дело вот признание диплома. Вот это следующая задача, над которой мы думаем, она непростая. То есть это очень сложный правовой вопрос, это не только задача самого мусульманского ума, духовных управлений. Это надо уже совместно с органами власти этот вопрос обсуждать. Вот мы этот процесс уже начали. Иншаллах, со временем выпускники и Булгарской академии наши, они будут представлены, в том числе и светских вузов, почему бы нет. То есть это будут самые, может быть, подготовленные специалисты по исламским наукам. Вот Юсуф подключился у нас, может быть. Да, к нам подключился Юсуп Абдулатипович. Вы нас слышите? Да, слышу вас. Ассаляму алейкум. Юсуп Абдулатипович, вот наши спикеры, наши гости говорили о принятии положения о присуждении ученой степени доктора исламских наук и при этом вот оценили роль вашего учебного заведения. В некоторой степени вы являетесь же конкурентами и в какой-то степени, наверное, у вас вы работаете в одном поле. Тем не менее, вот оцените, пожалуйста, роль, что для вас, какие цели для вас были первичные, когда вот при разработке этих положений. И оцените, пожалуйста, вот в целом вот роль принятия этих положений, значение, имею в виду. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Приветствую вас, приветствуем исламан. Я с начала нашей видеоконференции слушал выступления и Рафика Мухаммедовича, и Айнура Ахатовича, и Рустама Нургалиева, доктора. Ими в начале то, что хотел я сказать, они все высказались. И вообще само принятие данного положения – это очень значимое, знаменательное событие в системе исламского образования, в выстраивании уровней, многоуровневой системы получения исламского образования в Российской Федерации. Как и Рафик Мухаммедович говорил, у нас система выстроена. Далее следующий шаг, я думаю, другие тоже коллеги согласятся со мной, дальше следующий шаг уже работа над качеством
обучения и над качеством выпускников, над качеством защищающихся докторов, для того, чтобы реальную конкуренцию создавать зарубежным исламским образовательным организациям в плане религиозной составляющей, для того, чтобы конкуренцию создавать выпускникам и кандидатам и докторам наук в российской системе образования. Мы должны уже в этом направлении, засучив рукава, хорошо очень работать. Почему? Потому что это не разовый проект, не одноразовый проект, это проект с перспективой на будущее для того, чтобы, как раньше у нас традиционная богословская школа была, как традиционные российские богословы были, возрождение, как и президент Российской Федерации упомянул, это подчеркнул этот момент. Для того, чтобы возродить это все, мы в обязательном порядке должны работать над качеством. А они в свое время ни в чем не уступали ни зарубежным, ни тем, которые имели определенные научные степени или же звания в светской системе образования Российской Федерации. Поэтому, я думаю, нашей следующей целью должна быть грамотно подготовить выпускников, докторов, которые владеют и религиозной составляющей глубокой, фундаментальной, но и светской составляющей для того, чтобы на разных площадках достойно представлять, выступать, нести на себе вот это звание, степень доктора исламских наук и в дальнейшем развивать всю систему исламского образования. В отличие от Болгарской исламской академии, мы разрешаем нашим докторантам писать свои диссертации, защищаться на русском языке. Но при этом они, так как в диссертационный совет включены ученые из зарубежных арабских стран, они в обязательном порядке должны представить то, что у нас принято как под названием автореферат, но на арабском языке. На русском и на арабском языке разрешаем, у кого есть желание, чтобы они писали диссертации, защищались. И это все делается для того, чтобы выпускники, доктора исламских наук, они были признаны не только в кругу сугубо религиозной интеллигенции, но и в кругу научной светской интеллигенции. Также мы привлекаем как научных консультантов людей, докторов наук, кандидатов наук, профессоров, имеющих ученые звания и степени, ученые именно по светским дисциплинам. Спасибо. Ахмад. Здесь вот Юсупу дополнение. Здесь, да, действительно два совета по защите докторских диссертаций по исламским наукам. Вот Юсуф возглавляет Дагестанский исламский университет и Болгарская исламская академия. Но Юсуф промолчал насчет конкуренции. Но здесь интересы где-то пересекаются, да, есть, поскольку Болгарская исламская академия имеет два направления подготовки. Здесь Болгарская академия мы готовим и по ханафитским, и шафиитским. Болгарская академия, если я не ошибаюсь, где-то около 25-30% студентов являются вот, представители Северного Кавказа, в первую очередь это Дагестан и Ингушетия. И здесь, может быть, да, есть какие-то общие вот, пересечения интересов, но это всего лишь два совета на все вот постсоветское пространство, даже в других странах нет. Поэтому, естественно, здесь какой-либо конкуренции пока речи нет, но конкуренция здоровая, она всегда должна быть, конечно. Хочу несколько слов добавить, говоря о конкуренции. Мы конкурируем во имя развития, можно сказать, продвижения вперед именно наших диссертационных советов и выпускников. Каким конкурентом меня и нас можно посчитать в то время, когда
являясь ректором Дагестанского исламского университета, докторскую я защитил в Болгарской исламской академии. Мы, как сказать, не чужие люди из одного вуза вышли, все очень дружеские, братские отношения имеем, и в каждом, что делаем, таких значимых моментах советуемся, делимся опытом, советуемся. Это все признано для того, чтобы мы развивались. Спасибо. Тут, помимо всего еще, он начинал вот как победитель Всероссийской Олимпиады именно в Казани. То есть его с Казанью связывать не только Болгарской академии. Раньше он уже с нашими ребятами он учился в Индонезии, потом он победитель Всероссийской, вот, а потом уже вырос до вот ректора Дагестанского исламского университета. В общем, наш кадр. Да, безусловно, как вы видите, уважаемые друзья, то есть тут все взаимосвязано, и по сути и Рафик Мухаммедович с этого года, и Рустам Хазрат, они являются членами нашего диссертационного совета. У нас есть в составе совета, безусловно, представители Северного Кавказа и из Дагестана. Большое количество очень подготовленных студентов поступает именно к нам из Дагестана, из Кабардино-Балкарии, Чечни. Что касается, вот возвращаясь к нашему документу, я бы хотел сказать, что документ, он такой носит рамочный характер, да, то есть там указаны, зафиксированные требования там, в отношении апробации результатов, там, членам диссертационного совета и так далее. Между тем, вот на уровне наших диссертационных советов, да, мы должны выполнять как минимум эти требования, не ниже этих требований. Они могут быть выше, строже. В частности, вот что касается Болгарской исламской академии, безусловно, да, пока мы придерживаемся строгих требований подготовки докторской диссертации на арабском языке с параллельным подготовкой автора реферата на русском и на арабском языках. Более того, я скажу, что даже магистерские диссертации у нас готовятся и защищаются на арабском языке, с подготовкой автора реферата на русском языке. И что касается апробации, вот по данному положению там предъявляется требование в объеме 3 статей для докторских диссертаций. Вот исходя из нашего опыта, уже начиная с 2019 года, мы понимаем, и мы ужесточили эти требования, повысив до 5 статей, в том числе 2 статьи в профильных ваковских изданиях. И имеются требования магистерским диссертациям в плане апробации 3 статьи. Вот этого нет даже строгого требования в федеральных вузах магистерским диссертациям. То есть я хочу сказать, что, безусловно, с течением времени, с учетом опыта наших исламских вузов, и в это положение мы будем вводить коррективы определенные. То есть документ, как всегда бывает, будет совершенствоваться. Хорошо. Вопросы есть? Да. Татар-информ, Рифат Каюмов. Болгар академиясы маңаршы докторларын шығарды. 15 доктор шықты деп айттыңыз. Шығарған уақытта мына бұл положение болмаған бетінде. Қазір бұл положение кіргенше 24 майда. Нәрсе өзгерді сіздің үшін? Хәзер Юк, әлбәттә, һәрбер уку йортының үзенең диссертация яклау советы бар. Шуңа күрә алар ничек эшләгән, шулай алга таба эшли. Монда ул вуз өчен, для вуза, в принципе, не произошли какие-либо изменения с принятием этого положения. В данном случае речь идет, что мы пытаемся создать аналог ВАКу, Высшая аттестационная комиссия, которая после защиты вот в Болгарской исламской академии, Дагестанском исламском университете будет рассмотреть уже, насколько он соответствует вот тем требованиям, которые мы предъявляем диссертациям. А советы, они будут работать также здесь, в данном случае это положение, он нисколько не вмешивается в дела, внутренние дела учебных заведений, которые вот, дают возможность защищать диссертации. Мен шығышымның башында айтып кеткенше 19 жылда біз совет болдырдық. Бүтін болған тәжірибені есепке алып, мен өзім де бүгінгі күнде де 2 диссертация советінің ағзасы болып тұрам. Һәм енді 8 еллап диссертация фәннәр академиясы қысаларында диссертация советінің ғылми сәркәтебе болып эшләдем. Яғни диссертация советінің үшін біз енді ағза боларак та, анда эшләүче буларак та, оештыручы буларак та ишеннән яхшы күз алдыйбыз. Шуңа күрә 19 елда ук советны башлап ачып җибәргәндә без инде тулысынча Болгар Ислам академиясендә норматив база булдырдык. Шушы бөтен булган тәҗрибәне өйрәнеп.
һәм шушы норматив база бүген инде СИО югарылыгында да шушындай документлар булдырганда һичшиксез ул исәпкә алынды, кайсыдыр күп кенә өлешләрендә нигез итеп тә алынды. Шуңа күрә Рафик Мухаммедович әйткәнчә, әйе, менә бу документ безнең өчен рамочный документ булып тора. Шуның кысаларында шуны исәпкә алып эшлибез һәм инде аермалы буларак бүгенге көндә әйтик, Болгар Ислам академиясында якланган диссертациялар соңгы инстанция буларак безнең учредительләр тарафыннан расланган булса, бүгенге көндә инде без акрын-акрын гына менә шушы функцияны аттестация комиссиясына таба юнәлдермәкче булабыз. Рахмат. Юсуф все понял, он почти татарин, поэтому... Как я понял, тут, в общем, вот это звание доктора исламских наук, оно не признается пока вакуум, да, и как бы неравнозначно, например, доктор биологических наук, который доктор там исторических наук, или вот вы к этому стремитесь, да, как я понял? Нет, да, но он не признается. Здесь, ну, в общем-то, есть у нас в России светское государство, также он не признается религиозных других вузов Русской Православной Церкви и так далее. То есть здесь ситуация для всех конфессиональных учебных заведений она одинакова. Ну вот проблема она есть. То есть, в общем-то, когда мы выпускаем доктор исламских наук, у них квалификация-то она высокая, но сфера применения будет очень узкая. То есть это вот религиозная сфера. Вот поэтому, чтобы этот промежуточный этап каким-то образом вот пройти, мы вот параллельно. Вот сейчас Болгарская исламская академия, они открыли теологию. То есть они будут учиться параллельно, получается, теология, по сути дела, светская специальность. Будет доктор теологических наук. Да, но со временем, я не знаю, к чему выйдем. И параллельно мы ведем работу, вот каким образом вот наши дипломы, ну там есть правовые вопросы, вот как наши дипломы внутри России будут, они, ну это будет очень сложно для светского государства, чтобы они признавали религиозные дипломы, это создаст очень большой прецедент, это может быть будет нарушение светскости государства, но тем не менее вот у нас есть определенное видение в этом направлении. Ну, скорее всего, долго еще предстоит работать в правовом А плане. есть звание там доктор православных наук, доктор иудаических или там буддистских наук какой-нибудь вот? Такого нет в России? Есть доктор богословия у православных, Но он доктор признается богословия. государством, да? Нет. А, Не, тоже но вот у Русской Православной Церкви есть различные учебные заведения, которые реализуют теологию. Например, Казанская духовная семинария, в общем-то, он считается высшим учебным заведением, они реализуют теологию, то есть они дают диплом государственного образца. Есть, например, Московская духовная академия, Петербургская духовная академия, это уже старейшие религиозные учебные заведения, они являются сугубо религиозными. И там защищают, кстати, как и в Болгарской академии, и кандидатские у них по-другому называются, кандидатские, докторские, но они также не признаны государством. То есть в конфессиональное учебное заведения, а в правовом пространстве они одинаковые. То есть у кого-то признают, у нас нет, такого нет. А вообще звание доктор теологических наук есть в России? Или... Как? Доктор теологических наук, Да. если теология есть как предмет. Ну, у нас первый доктор исламской теологии, вы знаете уже, небезызвестный Дамир Хазрат Мухуддинов. Ну, в общем-то, есть совет по защите диссертации по теологии, но он создан по... ВАК научная структура, он не признает разделение по конфессиям, но по составу он конфессиональный. И поэтому есть у нас и докторы, кандидаты теологии. Сейчас вот, иншаллах, создадим уже совет до конца года, и будут наши тоже защищаться, будут докторами, кандидатами теологии и по исламской теологии также. Параллельно. Да, я бы вот еще раз хотел бы акцентировать внимание вот на чисто религиозном и теологическом образовании, чтобы не было путаницы и у вас в толковании, в интерпретации этих вопросов. Да, вот на базе академии мы готовим прежде всего в области исламских наук. Это фундаментальное исламское богословское религиозное образование. Да, и к нам студенты идут именно за этим образованием. То есть люди хотят изучать глубоко ислам, исламское право, исламское вероучение. Но понимая, что диплом этот
он официально не признается государством, хотя государство понимает чрезвычайно важность такого образования. Проект Болгарской исламской академии, да, иначе бы не стали создавать. И диплом этот не признается государством, с этим дипломом официально не могут устраиваться на работу. Но в основном у большинства наших студентов имеется и светское образование. Но плюс дополнительно все-таки мы, как уже было не раз подчеркнуто, даем им дополнительный инструмент, дополнительный механизм социализации в виде теологического образования на уровне магистерской программы. То есть наши студенты, которые поступают на первый курс, параллельно, небольшое количество, правда, да, 10-12 человек, конкурс у нас имеется, поступает и на программу теологии. И на выходе при заканчивании Болгарской исламской академии получают фундаментальное исламское образование, диплом не государственного образца установлено, и диплом по теологии, диплом государственного образца. Соответственно, это повышает их конкурентоспособность, возможности при трудоустройстве. Ну вот, да, вопрос, я уже говорил, он непростой на самом деле. Есть некоторые говорят, а что вы не переходите на теологию? Но здесь я уже говорил, что есть задача, поставленная на самом высоком уровне президентом Российской Федерации, создание конкурентоспособного вуза в исламском мире. Теология – это внутренний продукт Российской Федерации. Теология создана, это некий компромисс между конфессией и государством. То есть для нас это очень важно. То есть через теологию, в общем-то, мы готовим наших выпускников, они работают в государственных структурах, они в школах работают, то есть мусульмане могут пройти школу социализации. И поэтому и вот Дагестанский исламский университет, и Болгарская исламская академия, это сугубо религиозное учебное заведение, они выполняют вот эту миссию подготовить конкурентоспособных специалистов. Если уж перейти на теологию, можно сказать, все, алейкум ассалям, исламского образования, он будет на другом уровне. Поскольку теология, да, это исламский, но это больше светская наука. Вот эту задачу, основную задачу необходимо выполнять, поэтому, может быть, где-то осложняет. Но вот дополнительный инструмент в виде теологии, социализации, мне кажется, сегодня можно его использовать. В дальнейшем развитие других светских направлений в дополнение. Это филология, педобразование. Рахмат, ая. Бұлғар ислам академиясында тағы неше кіші доктор боларға тілей бүгінгі күнде. Мына рахмат сұрауыңызға, вот последние 2 года или с учетом уже 3-летнего нашего опыта, да, работы подготовки докторов наук, мы понимаем, что где-то мы должны поменять акценты с тем, чтобы повысить общий качественный уровень подготовки диссертации в содержательном плане оформления и с точки зрения языковой презентации, уровня владения арабским языком. Поэтому я уже сказал, что мы в определенной степени ужесточили требования к докторам наук, в том числе в плане апробации до 5 статей в настоящее время, и мы ввели дополнительные этапы экспертизы. Вот буквально в этом году у нас было 6 человек, 6 докторов наук, они по срокам уже завершили, но вот сейчас проходит этап где-то к концу года, иншаллах, запустим этап приема на уровне диссертационного совета, где будет сформирован первый этап. Экспертная комиссия из 3 человек, которые ознакомятся с этой диссертацией в содержательном плане. Поэтому работа пока на таком этапе.
Ну вот Булгарская исламская академия, они отошли от того, что, с чего мы начинали, то есть доктора выпускают, и они защищались. То есть как принято вот в научном сообществе светском российском, то есть, например, аспирантуру он окончил, он вовсе не обязательно, то есть он может защищаться через год, через два и так далее. То есть вот Булгарская исламская академия, вот такая ситуация тоже формируется, но что их, вот если работа не готова, то он может защищаться через год, через два. То есть он должен довести свою работу до соответствующей кондиции. Вот поэтому вот здесь, ну, например, есть статистика, там меньше половины только выпускников аспирантуру защищают сразу, даже около 30-40%. То есть не все защищаются. В данном случае, может быть, такая ситуация будет. Это не означает, что никогда не будут защищаться, но может через год и так далее, через два. Ну, диссертационный совет у нас будет работать в течение года. Как, допустим, докторант пройдет этап кафедры и получит заключение Булгарской исламской академии, то есть заключение по месту выполнения диссертации, так мы соберем совет и примем документы, пакет документов, создадим экспертную комиссию. Значит, на одном заседании у кого-то мы будем принимать документы, на этом же заседании кто-то будет проходить уже второй этап вот предзачитанный в Совете, а кто-то, возможно, и третий этап, то есть, собственно, зачет. То есть та система, это никакое не новшество, то есть та система, по которой работает диссертационный совет в светских вузах. Рахмат. Что-то біздің уақытта біз тамамланып келеді. Соңғы сұрағын берсең. Да, берем. 24 мая она принята, да, вот по новому положению еще кто-то защитил уже или нет еще? Нет, я вот еще раз повторяю, то есть положение это не касается деятельности Болгарской исламской академии, Дагестанского исламского университета. У них есть свой международный совет, диссертацию защищает. Это касается уже последующего продвижения этой работы. То есть мы создаем пакет документов, защищенные работы пойдут, как в ВАК они идут в светской системе. То есть это будет уже вот эксперты, они будут смотреть, а потом уже, ну, возможно, скажут, что действительно соответствует действительности. В данном случае в Булгарской академии, вот в ЮСУП, в Дагестанском исламском университете, как они работают, так и будут работать. В данном случае это последующая вот, экспертиза защищенного диссертации касается этого положения. То есть таким образом увеличиваются этапы, элементы экспертизы и повышение качества, и в то же время вопрос репутационной ответственности. Да? То есть я, как научный руководитель данной диссертации, прежде чем предложить ее к обсуждению на кафедре, значит, подписываю, да, и ручаюсь, что да, соответствует требованиям. Дальше уже на этапе обсуждения на кафедре, значит, заведующие кафедры и участники, оппоненты, значит, они также, если подписываются под положительное заключение по месту выполнения, тоже несут репутационную ответственность. Не говоря уже об оппонентах на этапе защиты, членов диссертационного совета, председателя диссертационного совета и ректора вуза, на базе которого создан и функционирует диссертационный совет. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы завершаем нашу пресс-конференцию. Спасибо всем. Рахмат.